Особенность наших куличей в том, что мы печем их на закваске, не используем промышленные дрожжи, с очень качественными ингредиентами. Закваску готовим несколько месяцев до момента, пока вы увидите готовый кулич. Янина Шакая, третий год участник пасхальной выставки «Праздник сладости», организованной торгово-промышленной палатой Абхазии. В этом году владелица кафе Янина представила не только пасхи и куличи, но и панеттони – традиционную итальянскую выпечку. Добавляем сюда цукаты собственного приготовления, изюм, как традиционно на всю Пасху, и, конечно, ароматную ваниль. Это просто на высоком уровне торгово-промышленная палата, ей огромный респект. Все их мероприятия организованы всегда на высоком уровне. Кондитерская «Буше» в этом году удивила посетителей выставки вот таким кондитерским шедевром в виде храма. Есть десерты, которые мы приготовили специально к ярмарке ТПП, отмечает владелица кондитерской Жанна Бабаян. Сегодня наша экспозиция эксклюзивная. Это пряничный имбирный домик. Готовили мы его заблаговременно, за несколько дней. Ну вот постарались наши девочки-кондитеры выложиться по полной, как говорится. Большое разнообразие. Наши традиционные буше и наши куличи. Пирог пасхальный. Большое спасибо торгово-промышленной палате. Дает возможность себя показать, выложиться, раскрыться нашим кондитерам. Мы очень рады, принимаем участие от всей души. Президент торгово-промышленной палаты Инар Ладари отметил, пасхальная выставка проводится с 2013 года. Тогда участников было всего 15. Сегодня, в 2026 году, их число достигает 80. Это показывает креативность наших предпринимателей, креативность нашего народа и говорит о том, что наши предприниматели движутся в ногу со временем и проводят большую работу. Сегодня мы буквально обошли с коллегами каждый из павильонов, но очень сложно даже эмоциями поделиться, потому что настолько все так красиво, тепло, и наши граждане подходят, изучают, покупают продукцию. Поэтому хотел бы каждого из них поздравить и поблагодарить за столь большой труд, за столь большую работу и сказать, что торгово-промышленная палата поддерживала и будет поддерживать наших предпринимателей во всех их начинаниях. Начальник управления по работе с предприятиями Кира Зикируглы отметила, что побитый рекорд участников не предел. На самом деле кондитеров и умельцев, которые хотят стать частью ярмарки, гораздо больше. К сожалению, на данный момент зал нам не позволяет принять большее количество участников, но хочу сказать, что из года в год данная цифра растет. Эта индустрия очень популярна и очень востребована. И вы можете заметить, что по нахождению здесь людей она пользуется определенным спросом среди населения. На выставке ярмарки можно было приобрести не только главный символ праздника Пасхи, но и мед, свечи, абхазские традиционные угощения, деревянные изделия, игрушки ручной работы, натуральную косметику и даже яйцо из бельгийского шоколада в стиле одной из самых популярных картин Ван Гога «Звездная ночь». Если бы творческого жилки такой не было бы, наверное, я бы не смогла бы это тоже сделать. Ну, бывает иногда, вот ты видишь какой-то рисунок, особенно Ван Гог. Я, конечно, повторить это не могу, даже приблизиться не могу, но хотелось бы что-то наподобие вот этого вот сделать. И у меня такое вдохновение было что-то такое нарисовать. Здесь все шоколадное, и внутри лежат тоже шоколадные яйца, конфетки. Все шоколада, все, что у меня есть, все из шоколада. На пасхальной ярмарке можно было купить практически все для праздничного стола, от куличей до декора. Более того, купленные куличи можно было осветить. Церемонию провел глава Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Ярким завершением праздника стал конкурс среди участников ярмарки. Каждый посетитель мог проголосовать абсолютно за любого кондитера. По итогу приз зрительских симпатий завоевала Алена Цвинария. Главный приз от ТПП – курсы от шеф-кондитера мирового класса Александра Кислицына. Анастасия Никонова, Сасраху Агухава, Абаза ТВ.